Работа над эскизом начинается с изучения деталей. Сначала выясняют название детали, ее назначение и положение, которое она занимает при работе. Затем следует подумать, как расположить деталь для выполнения главного вида. Предмет располагают так, относительно фронтальной плоскости проекции, чтобы изображение на ней, главный вид, давало наиболее полное представление о форме и размерах деталей. Например, для данной детали этому условию соответствует такое положение. А для этой такое. Цилиндрические детали, как правило, изображаются с горизонтально расположенной осью. Определим, какое положение следует придать детали коромысла для зарисовки главного вида. Такое или такое? Нет. Вот правильное положение. Оно дает наиболее полное представление о детали. А какое положение кажется вам целесообразным для детали направляющее? Это или, может быть, это? Направляющую следует располагать для зарисовки главного вида именно так. Предметы изображают в положениях, занимаемых ими в изделии, или в тех, которые удобны для изготовления. А детали, используемые в любом положении, изображают только в удобном для их изготовления. Чем руководствуется при выборе количества видов? Количество видов должно быть минимальным, но полностью выявлять форму предмета. Для деталей, представляющих собой тела вращения, достаточно одного вида. И для этой детали достаточно одного вида. Знаки диаметра и знак квадрата позволяют выявить ее форму. Здесь нужны уже два вида. Надо показать форму пазов. Для этой детали будет необходимо три вида. Двух видов недостаточно. Форму этого выреза уточнит третий вид. Но бывает, что и трех видов мало. Сколько видов нужно, чтобы выявить форму такой детали? При использовании знаков диаметра один. А для этой
3. Надо показать форму и горизонтального паза, и 4 срезов по углам. Вернемся к направляющей. Выявит ли ее форму только главный вид и вид слева? Нет. Без вида сверху не ясна форма 4 срезов по углам, которые могут быть различной конфигурации, не ясна и форма вертикальных пазов. А только по главному виду и виду сверху нельзя определить форму горизонтального паза в основании детали. Следовательно, в данном случае нужно 3 вида: главный, слева и сверху. Определив положение главного изображения и необходимое количество видов, выбирают их размер и формат листа. Наносят рамку. И выделяют место для основной надписи. Поле эскиза нужно использовать рационально. Давайте подумаем, как это сделать. Здесь изображения малы. А теперь изображения слишком велики. А здесь величина выбрана правильно, но расположены они неудачно. Теперь все верно. Осталось место и для нанесения размеров. Решив, как лучше расположить изображение, проводят осевые линии. Намечают габариты будущих изображений. Для зарисовки деталей существуют определенные правила. Неверно начинать зарисовку с обведения общего контура. Можно упустить важные элементы детали. Целесообразно мысленно расчленить предмет на составляющие его геометрические тела, а затем последовательно изобразить их одно за другим. Начинать зарисовку направляющей следует с основного элемента — прямоугольного параллелепипеда. Затем нарисовать цилиндрический выступ. Зарисовку каждого элемента делают одновременно на всех видах.
Далее изображают вертикальные пазы и 4 среза. И, наконец, продольно расположенный паз. Аккуратно обводит изображение линиями соответствующей толщины и начертания. На вопрос, какие и где наносят размеры, поможет ответить анализ геометрической формы предмета. Нам известно, что для цилиндра нужно 2 измерения. Для прямоугольного параллелепипеда 3. Для треугольной призмы тоже 3. В соответствии с этим и наносят размеры. Проводят все выносные и размерные линии и стрелки. Форма стрелок должна быть такой. Только после этого измеряют деталь и проставляют размерные числа. Габаритные размеры высоты и осевые линии определяют взаимное расположение элементов деталей. После заполнения основной надписи проводят проверку эскиза, правильно ли отражена форма детали и все ли размеры проставлены. А можно ли нагляднее передать форму направляющей, изображенной на эскизе? Для этого используют технический рисунок, изображение, выполненное по правилам аксонометрии, но от руки, в глазомерном масштабе. Выбирают вид аксонометрической проекции. Проводят аксонометрические оси. При построении аксонометрических осей угол 45 градусов получают делением прямого угла на 2 равные части, а угол в 30 градусов делением прямого угла на 3 равные части, или приблизительно при соотношении отрезков 5 к 3. Одно за другим зарисовывают геометрические тела, из которых слагается форма деталей.
откладывая их размеры вдоль аксонометрических осей. После параллелепипеда изображают цилиндр. В изометрической проекции окружности проецируются в виде эллипсов, которые заменяют овалами. Их удобно вписывать в ромб. Наносят штрихи, намечающие овал, обводят его контур. Цилиндр дорисовывают. Затем рисуют пазы. И, наконец, срезы по углам. Рисунок обводят. Чтобы передать объемность детали, наносят штриховку.